я могу сказать, что я не ожидал вообще, что будет повышение именно вышки. Я знал, что там изменит закон об образовании, знал, что изменит субсидирование, но как-то думал, что вышка все равно найдет источники финансирования, нежели студенты. Вот. Поэтому это был такой как гром среди ясного неба, когда в субботу, по-моему, где-то в середине сентября оказалось, что планируется, что студенты будут платить 1500 бюджетники, и будет это повышаться и там до 7200. Вот. И в принципе за день удалось собрать там несколько тысяч подписей по всем общежитиям вышки. Но я думаю, это как раз свидетельствует о такой сильной реакции студентов. Вообще стоит отметить, что в законе об образовании указано, что новые тарифы оплаты общежития, они могут приниматься только с согласия студсовета. А так как студсовет вышки это, в отличие от многих других вузов, это независимый студсовет, он как бы не подчиняется администрации, там нет ставленников администрации, то, в принципе, диалог так или иначе, не могло его не быть, потому что студсовет бы отставил свою позицию, руководство свою, и им надо было бы ее согласовывать. Вот. Но кроме того, вот этот весь сбор подписей, он как бы служил для того, чтобы показать, что студентам эта тема не безразлична, и они хотят такого полномасштабного обсуждения, причем не только рамки студсовета администрации, но и более широкий, что вот произошло, когда Новосельцев приезжал, проректор, и общался непосредственно с студентами, проживающими, а не только с студентами, которые в студсовете. Но должен сказать, что встреча прошла лучше, чем я ожидал. То есть градус дискуссии был понижен, и звучали уже более рациональные аргументы как с нашей стороны, так и с их стороны. Но главный их аргумент это то, что раньше государство субсидировало затраты университетов на общежитие. А сейчас государство перестало это делать, то есть у нас получается, что есть расходы, но нет источников дохода. Вот, и понятно, что эти деньги надо где-то брать. И эти деньги, собственно, и логичнее всего брать у проживающих. Аргументы нашей стороны. Во-первых, есть постановление, есть письмо Министерства образования, которое было недавно издано, где оно напоминает вузам, в связи с вот этими повышением цен, какие расходы они не могут перекладывать на студентов. И среди этих расходов как раз расходы на капитальный ремонт, налоги и так далее. И если посчитать если вычесть эти расходы из того, что вышка насчитала, то получается, что студенты больше 2800 платить не должны в принципе. Потому что все остальные перекладывают на студентов, просто незаконно, противоречит законодательству. В общем, диалог у нас сейчас строится на том, как вот это пересчитать. То есть мы понимаем, что там бороться за 55 рублей – это глупо. И кроме того, в новом законе об образовании нет никакой обязанности вузов предоставлять жилье студентам, только надо оказывать образовательные услуги. Поэтому, у нас, конечно, такого не будет, но в некоторых вузах, мне кажется, где ребята пытаются вернуть 55 рублей, стоят на этих позициях очень сильно, им просто закроют общаги, потому что не обязаны их держать. Еще очень много вопросов было по поводу того, что не будет ли это повышение стоимости оплаты проживания таким барьером для умных ребят из регионов, но социально незащищенных, у которых нет возможности оплачивать общежитие, у которых ни у семьи нет возможности, ни у них оплачивать общежитие. И также на этой встрече было дано заверение, что студенты, получающие социальную стипендию, то есть как раз социально незащищенные студенты, они вообще будут освобождаться от оплаты общежития. Главное предложение к вышке, что как раз устанавливать фиксированную стоимость на все время обучения, чтобы студент, когда он выбирает вуз, он знал, что тут я буду все 4 года платить 2000 рублей. А чтобы не получалась такой некрасивой ситуации, как сейчас получилось с первокурсниками. То есть, когда они пришли уверены, что будут платить 55 рублей, оказалось, что 1500, а может и не 1500, а может меньше, а может больше, и непонятно, в этом году больше, или может потом еще поднимут, а потом вообще 7200 будет. То есть, такой ситуации быть не должно. Это, в принципе, выгодно как и для студентов, так и для вуза, потому что если у него будет непонятная ситуация с общежитиями, то меньше будет абитуриентов просто из региона.
Ну, по итогам встречи ректора Новосельцева со студентами в общежитии номер 9 было дано устное заверение, что студенты, которые заключили договор с университетом до 2013 года, то есть все, кроме первокурсников, они будут платить столько, сколько платили. А студенты-первокурсники, они будут платить 55 рублей до января, а с января у них будет новый тариф, который пока, может быть, будет 1500, может быть, будет меньше. Ну, по поводу коммерции, ну, сейчас платят 4500, по плану администрации будут платить 5400. Ну, как раз вот письмо, которое мы направили ректору Новосельцеву, в нем говорится, ну, в нем мы как раз пересчитали, согласно вот этому письму Министерства образования, расходы, которые могут быть переложены на студентов, причем там без разницы, бюджетной или небюджетной формы обучения, у нас получилось 2800. Ну, и то есть, как бы, что платники должны тоже платить 2800, ну, потому что иначе это нарушение законодательства. Но пока нам на это письмо не ответили, поэтому я ничего больше сказать не могу.